С 25 апреля, согласно постановлению администрации, в Сосногорском районе начались субботники. Управляющая организация «Вита» устроила уборку возле дома номер 7 по улице Маяковского еще накануне. Территория давно и сильно нуждалась в этом. Непорядок заметили специалисты управления ЖКХ. В ходе рейда было выявлено, что площадка по накоплению мест содержания ТКО по адресу город Сосногорск, улица Маяковского, дом 7, в ненадлежащем состоянии, а именно разбросан вокруг контейнерной площадки мусор, не убирается сама площадка, что превратилось в несанкционированную свалку. Раньше порядком в доме заведовало товарищество собственников жилья «Крепость», однако оно распалось и двор погрузился в нечистоты. Свои услуги жителям дома в Сосновке предложила организация «Вита». Ее сотрудники провели несколько встреч с собственниками. Самая большая проблема, конечно, это мусор. Мусор, территория дворовая вся загрязнена и ветром с контейнерных площадок, и все. Домам необходима, постоянная забота. Да? Те же самые контейнерные площадки, рекоператор их вывозит согласно графика ежедневно, но надо смотреть за контейнерными площадками, следить за их состоянием. Пока дом был без управления, жители старались организовать уборку своими силами, но такая ситуация никого не устраивала. Поэтому предложение управляющей компании с хорошей репутацией было с радостью принято. Очень мы страдали, если честно, убирали сами все помойки убирали сами. Жители, вот я сегодня вышла, убрала всю помоечку свою. С соседями мы убираем лестничную площадку, все по очереди. Пришел с работы еще на одну работу. Я сама мусор выносила в соседние контейнера, потому что сами видели, что там творится, что делается. Ужас, конечно, было. Но сейчас, думаю, все наладится. Спасибо большое, Вита, что взяла нас. Надеемся, что все будет порядок на везде. Работники управляющей организации уже приступили к своим обязанностям. Теперь жителям остается только любоваться чистым двором из окна квартиры. Полина Бастракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Учитель математики и информатики гимназии при главе Сосногорского района Денис Ануфриев стал лучшим педагогом Коми и победил в региональном этапе конкурса «Учитель года России-2022». Учитель года – это самый важный профессиональный конкурс педагогов страны. Мы, безусловно, очень гордимся, что именно наш сосногорский учитель поедет представлять республику на всероссийский финальный этап, который пройдет в Тюмени. Нужно отметить, что уже второй год сосногорским учителям выпадает эта почетная миссия. В прошлом году победителем в республике Коми стала учитель русского языка и литературы школы номер 3 Евсеева Нина Николаевна. И их успехи также демонстрируют нам, что педагогические коллективы нашего района занимают достойные позиции в республике Коми, что в том числе создает условия для повышения доступности нашим детям к качественному образованию. Денис Ануфриев родился в поселке Щелья-Юр Ижемского района. Как говорит педагог, Коми для него родной край, а Сосногорск – то место, где он смог реализоваться как учитель. В профессию я пришел после армии, то есть отучился в Коми государственном педагогическом институте, потом пошел служить в армию и после этого хотел пойти работать в школу. Но меня дорога привела в Сосногорский железнодорожный техникум, где я проработал порядка 6 лет, потом попал в Сосногорский технологический техникум и уже 3 года работаю в гимназии. Традиционно воспитанники Сосногорской гимназии более склонны к искусству и гуманитарным наукам. А вот с математикой дела обстоят чуть хуже. Над тем, чтобы исправить ситуацию, и работает Денис Ануфриев. Да, действительно, особенно с учетом детей, то, что учатся в гимназии, это дети, связанные с искусством, которые увлекаются живописью, рисованием, танцами, то есть это, как можно назвать, гуманитарий. Да? На самом деле достаточно показать, что точные науки, они пригодятся им в жизни. Та же самая математика в любой деятельности, она понадобится, начиная от покупок в магазине и заканчивая ремонтом в квартире. Педагоги гимназии высоко отзываются о своем коллеге. Его методические наработки помогают и им самим находить нестандартный подход к обучению детей. Я учитель хореографии. Мои ученики часто задаются вопросом, а нужна ли математика в танце? Чтобы доказать, что математика неразрывно связана с повседневной жизнью, в которой есть место и танца,
мои ученики совместно с Денисом Григорьевичем выполнили проектную работу «Математика в хореографии». По завершении этой работы все мои хореографы были убеждены, что, как сказал великий математик английский Харди, там, где есть красота, там действуют законы математики. Победить педагогу удалось за счет уроков, на которых дети решают практикоориентированные задачи. Это не просто математика в учебнике, а то, что пригодится в жизни. Например, на уроке математики в 5 классе воспитанники Дениса Ануфриева рассчитали, как помочь приюту бездомных животных, какой корм нужно купить, как построить вольер для питомцев. Учитель года – это произведение таланта и профессионализма, такой в инновационной степени, помноженное на сумму поддержки коллег, учащихся и их родителей. Вот в случае с Денисом Григорьевичем как раз так и получилось. Это очень самобытный учитель, который использует практикоориентированный подход на каждом из своих уроков. И он еще сам по себе, как человек, очень интересный. Например, Денис Григорьевич увлекается Великой Отечественной войной, он прямо ходячая энциклопедия. Очень много занимается с ребятами во внеурочной деятельности и своих пятиклассников. Он как раз и учит, как применять знания, полученные на уроках такого сложного предмета, как математика, как их применять в жизни. И все же главная оценка для педагога исходит от его воспитанников. Победы в конкурсах профессионального мастерства – это высокое признание. Но вряд ли за этим молодые люди поступают в высшие учебные заведения, где получают высокое звание учителя. Денис Григорьевич – наш классный руководитель. На классных часах он рассказывает нам много интересного и полезного, что может пригодиться в жизни. Об истории Коми Республики, о безопасности пользования интернета, проводит уроки и цифры, и уроки памяти. На Новый год мы с нашим классным руководителем выучили песню и заняли 2 место в конкурсе «3 минуты славы». А еще во время дистанционного обучения мы под руководством Дениса Григорьевича составляли интересные задачи по математике, а потом выкладывали их на доске Padlet в интернете. В нашем классе работает самый лучший учитель Денис Григорьевич. Он с нами уже 2 год. Он подробно объясняет материал урока. Если возникает любой вопрос, он всегда готов на него ответить. Главное, чтобы нам всем было понятно. Денис Григорьевич нам на каждом уроке говорит, что математика в порядок ум приводит и всегда пригодится в жизни. Теперь Денису Ануфриеву предстоит побороться за звание лучшего учителя России в Тюмени, где ожидается конкуренция с еще более сильными коллегами. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Жители Сосногорска познакомились с новым для них театральным жанром – читкой. Необычный спектакль на сцене Дома культуры «Горизонт» представили артисты столичного академического театра драмы имени Виктора Савина. Это потрясающий совершенно формат и для артиста, и для зрителя, который приходит. Ведь обычно на спектакль приходит зритель, где уже все сделано, да, есть музыка, есть танец, разведены мизансцены, большая сцена, где актер проживает в костюмах, да, какую-то историю автором написанную. А здесь все делает воображение зрителя. Да, мы в костюмах, да, вам помогает музыка, но вы, благодаря нам, мы, ваши поводыри, погружаетесь в историю, и у каждого, вот если спросить в зале, в котором сидит человек 70, у каждого своя история, это получится вот 70 историй. 70 спектаклей, 70 кинофильмов, которые написаны одним автором и разыграны артистами. Столичные артисты представили сосногорцам повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие». Это произведение известно в том числе и по нескольким экранизациям, как современным, так и советского периода. Все еще будет. И война закончится, и все будет. Ничего не вернется. Я одна теперь, понимаешь? Маму, сестру, братишку. Всех из пулемета уложили. Обстрел был? Расстрел. Семьи комсостава захватили под пулемет. А меня Эстонка спрятала в доме напротив. Я видела все, понимаешь? Все. А зори здесь тихие. Я думаю, что немногие молодые люди, которые были сегодня у нас в зале,
читали или смотрели фильм советского периода. Может быть, видели новый, который был выпущен. И нам было так важно, чтобы от начала до конца прослушали историю и с уважением отнеслись к тому, что написал сам фронтовик Васильев, и с тем, что пережили наши бойцы. К сожалению, так случилось, что воспитательный момент такой в какой-то период был упущен, и мы в том числе несем воспитательную функцию. Надо уважать ту страну, в которой ты родился и живешь, и историю знать своей страны. Радуемся тому, что ребятки прислушиваются, слушают внимательно. Есть, конечно, те, кому это неинтересно, но в силу возраста. Я думаю, что придет понимание и будут с уважением относиться к литературе, к истории своей страны. Постановку «А зори здесь тихие» сосногорский зритель увидел в рамках гастролей театра имени Савина по Республике Коми. Представления прошли также в Ухтинском, Печорском и Княжпогостском районах. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Сосногорск посетили преподаватели и учащиеся Сыктывкарского колледжа искусств Республики Коми. Педагоги учебного заведения дали мастер-классы в детской школе искусств. Занятия были посвящены дизайну, игре на музыкальных инструментах, скрипке и фортепиано. Некоторые мастер-классы были фактически подготовкой к вступительным экзаменам в колледж. Я думаю, что сегодняшнее это мероприятие, оно, может быть, для многих будет решающим в их будущей судьбе. И кто-то пойдет либо на дизайнера, либо в музыкальном направлении. Представители колледжа остались довольны работой с сосногорскими ребятами. Позже воспитанники Сыктывкарского учебного заведения выступили с концертом в ДК «Горизонт», куда пригласили и учащихся школы искусств. Впечатления очень замечательные. Вот ребята и педагоги школы искусств, они действительно вдохновлены искусством, они готовы работать. Каждый педагог о них заботится, и это видно из того, как они готовят детей, подходят к педагогам, рассказывают о их проблемах, предлагают поработать. То есть заинтересованность очень высокая. На концерте были представлены лучшие номера года. Учащиеся колледжа показывали мастерство в игре на инструментах, а также в вокале, эстрадном и академическом. Елена Гафарова и Денис Волченко учатся на 4-м курсе вокального отделения. Там замечательные педагоги преподают, они дают очень хорошее образование и базу для поступления в высшее учебное заведение. Также в колледже присутствует хорошая атмосфера, то есть это постоянное творческое наполнение организма, и поэтому у нас, в принципе, все хорошо. В холле ДК «Горизонт» тем временем развернулась выставка. Отделение дизайна представило живописные и графические проекты. Последние участвуют в программе по развитию отрасли туризма в Республике Коми. Эти визуализации демонстрируют на встречах с инвесторами. Полина Бастракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Накануне Дня Победы в Сосногорске прошел традиционный парад юных войск. В смотре приняли участие 7 городских образовательных учреждений. Поскольку коронавирус еще не сдал позиции, было решено проводить смотр по очереди. Из зрителей только члены жюри и родители ребят. Судьи оценивали строевой шаг, девиз, речевку и песню. Сегодня состоялись показательные выступления команд. Ребята выполняли строевые упражнения, исполняли песни в составе взвода. Абсолютно у всех участников красивая, единая форма. И, конечно, такие мероприятия имеют важное значение, особенно в настоящее время, потому что воспитывают чувство патриотизма у молодежи. Муниципальный смотр строя и песни «Парад юных войск» в Сосногорске проводится ежегодно. Младшие школьники готовятся основательно. Выбирают песню, тренируются синхронно выполнять приказы. Подготовку, а также искренность и артистичность оценивает жюри. Оцениваем положительно, детки молодцы, стараются. На самом деле даже как-то баллы им выставлять не хочется, но тем не менее это конкурс, поэтому приходится. Оцениваем по критериям строевой шаг, строевая песня, строевые приемы, действия командира, внешний вид. Дети стараются, организаторы форму придумывают. Все посвящено 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Ну и как раз в канун нашего большого праздника вот такое мероприятие мы проводим. В результате лучшей была признана команда 5-й школы. Серебряными призерами стали ребята из школы номер 3. Бронзу смотра завоевала команда 4-й школы. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В физкультурно-оздоровительном комплексе провели турнир по шахматам и шашкам памяти ветеранов интеллектуального спорта Петра Стульникова и Геннадия Бекаревича. Соревнования проходят с 2017 года. Организатор и главный судья турнира – тренер Ухтинского шахматного клуба Дмитрий Улешов. Начинали мы сначала турниром по шахматам. Это был большой турнир. Потом мы включили туда соревнования по шашкам. Шахматы у нас, конечно же, развиты на, в принципе, хорошем уровне. Мы постоянные участники первенства Северо-Запада. Сейчас первенство России было, мы сейчас только что приехали. Еще дети у меня старшего возраста играют. Первый день турнира участники играли в шашки. В Фойке собрались 25 человек от 8 до 83 лет из Сосногорска, Ухты и Ижемского района. Участников приветствовал председатель общественного совета Олег Осипов. Здесь я когда-то занимался и шашками в школе, в институте. Сейчас, правда, не занимаюсь, но я думаю, что это один из великих видов спорта, интеллектуальных видов спорта. Так что всем присутствующим желаю победы, удачи, грандиозных событий и для нашего города, и для нашего района. То есть нам есть чем гордиться или с кем гордиться. А гордиться нашими спортсменами. Леонида Афанасьевича научили шашкам отец и дедушка, когда ему было 6. К 10 годам мальчик уже обыгрывал их. В 14 научился игре в шахматы. Интеллектуальный спорт сопровождает Леонида Афанасьевича всю жизнь. Там рассчитывать надо. В шахматах вообще иногда далеко считаешь. В шашках вроде бы все проще, но там как раз сложность в том, что все шашки одинаковые, попробуй выбери ту, которую нужно. В Сосногорске по улице Гайдара работает шахматный клуб «Виктория», где могут поиграть в том числе люди старшего возраста. А юных шахматистов готовы принять секции Дома детского творчества. Юрий Капацун, коллега организатора турнира, тренер Ухтинского шахматного клуба, где занимаются дети с 7 до 18 лет. Занятия шашками и шахматами идут на пользу школьникам, считает Юрий Николаевич. Развивают они память, реакцию мышления, что один, что второй вид спорта, они как родственники, я бы даже, наверное, так бы сказал. И, естественно, для детей очень что полезно, они дисциплинируют ребенка на будущее уже, как у нас, будущее человека нашей страны уже воспитанного и целеустремленного. Денис, ученик 4 класса, занимается шахматами половину своей жизни, с 5 лет. Успел побывать в тройке лучших на республиканском турнире. Мне понравилось то, что там это такой умственно более вид спорта для мозговитых, а я, у меня и мозг неплохо работает, и учусь я хорошо. И вообще меня папа научил играть, мне оно очень понравилось. Второй день турнира по интеллектуальному спорту посвятили игре в шахматы. Полина Бастракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В Сосногорске прошел открытый турнир по рукопашному бою на Кубок главы Сосногорского района. В соревнованиях участвовали юные спортсмены от 8 до 11 лет, более 60 бойцов из 6 городов республики. Эти соревнования отбирают маленьких детей для участия в более крупных соревнованиях. И потом эти дети вырастают, они переходят в другую возрастную группу, и дальше им становится еще легче. Большинство участников представляли Сосногорскую спортивную школу и ухтинские клубы. На турнире выступило 35 бойцов из клуба смешанных единоборств «Нордленд». Тренер Андрей Селецов отмечает, что рукопашный бой делает юных спортсменов уверенными в себе. Родителям не стоит бояться травматичности. И дети, и взрослые занимаются в максимальной защите, то есть это максимум экипировки, закрытые шлема, щитки, большие перчатки. То есть непосредственно травматизм минимален и на тренировках, и на соревнованиях. Девочек среди участников всего несколько. София занимается рукопашным боем 2 года. На этом турнире заняла 1-е место в своей категории. Мне очень сильно нравится. Там хорошие мальчики. Папа говорит, чтобы я если меня будут обижать, то я их должна бить.
На турнире также вручили золотые знаки комплекса ГТО. Такой получил и Ярослав Носков. Спортсмен из Сосногорска занимается в секции рукопашного боя 4 года и уже имеет немало побед в своей копилке. Эти соревнования не стали исключением. Я решила заниматься рукопашным боем, потому что другие виды спорта мне не понравились. Я сначала не мог там бороться, делать что-то. А потом потихоньку все получалось. Победители получили грамоты, медали и кубки из рук главы Сосногорского района Сергея Дегтяренко. Он поздравил юных бойцов и пожелал дальнейших спортивных успехов. Также глава вручил кубки в номинациях «За лучшую тактико-техническую подготовку» и «За волю к победе». Не остались без внимания и спортивные волонтеры, оказывающие помощь в организации и проведении мероприятий по рукопашному бою. Они получили благодарности и памятные подарки. Соревнования продолжились первенством республики по рукопашному бою. Полина Бастракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск.